Парк культуры и отдыха. Две девочки решают покататься на аттракционе под названием «Зигзаг». Развлечения для детей старшего возраста. Эти посетительницы вполне соответствуют. Они показывают билеты сотруднику и проходят на помост. На младший оператор аттракциона успевает защелкнуть фиксирующий механизм. Когда только подходит ко второй, конструкция начинает двигаться и поднимает школьниц на высоту 4 метров. Закрой ее! Закрой ее! Закрой ее! Закрой! Закрой! Пока взрослые внизу паникуют, 16-летняя девочка наверху из последних сил держится за кресло. Но руки скользят, и она к общему ужасу падает. Пострадавшую с места забрала карета скорой помощи. Врачи диагностировали многочисленные переломы. Сейчас ее состояние стабилизировали, но, по словам родственников, травмы серьезные. Сестра 2 дня лежала в реанимации, и сегодня состояние ребенка тяжелое все равно. Она в общую палату принесла, и вообще ничего не можем сказать. У ребенка много, 8 диагнозов поставили. Там перелом бедра, перелом предплечья, перелом крестца, сечение ТСГ, травматический шок. Следователи и прокуроры тем временем выясняют, что именно случилось с аттракционом и кто виноват в произошедшем. Возникли вопросы к мужчине, вероятно, сотруднику парка развлечений, которого с первого раза и не заметишь на съемке камеры наблюдения. Он подошел к пульту управления, пока оператор пристегивал девочек. Именно в этот момент аттракцион начал двигаться. Когда все закричали и стали бегать в замешательстве, этот человек довольно неторопливо пошел к основанию аттракциона, чтобы подняться на него по лестнице. Какую роль сыграл он в этой истории, теперь выясняется. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинения тяжкого вреда. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств и причин произошедшего. Следователи прорабатывают все варианты. Возможно, сотрудник, который должен был управлять аттракционом, слишком рано его запустил, не убедившись в безопасности пассажирок. Или механизм сам пришел в действие. Тогда вопросы появятся к персоналу, который должен обслуживать карусели в парке и следить за их техническим состоянием. Не исключено, что ответственность понесет и владелец аттракциона, который предоставляет платные услуги. Тамара Симонова, Валентин Любимов и Дмитрий Сальников. Телекомпания НТВ.